Всю свою жизнь Иван Курилов проработал в системе МВД. После выхода на пенсию устроился в Сахаэнерго. Жил, работал. И так продолжалось до 2023 года, пока вместе с другом Анатолием не решил отправиться на специальную военную операцию. По телевизору новости услышали. И постоянно я смотрел новости по телевизору. Волновался, беспокоился. Шок. Неизвестно что-то. Не знаю, такое мне. А там у меня друг, Татаев Анатолий Егорович, утром пришел, и мы смотрим новости. И так, новости про СВО. И вот с ним мы решили, пойдем в военкомат. Возьмут нас, нет. Пошли в военкомат с ним, с Анатолием Егоровичем, и вместе поехали уж в Хабаровск. Отправили в Хабаровск, там учебку танковую попали. 21 день учебку прошли, и вместе все пошли. И поехали, полетели туда. В танковые войска Иван Ильич попал не случайно. Срочную службу он проходил танкистом. Несмотря на то, что прошло уже более 40 лет, ничего принципиально нового в танковом деле он, приехав на полигон, не увидел. Самая 80-ка был. Конечно, подзабыл, сколько, 40 с лишним лет прошло. Все равно уже легче было учиться там, учебки хабаровской. Там по танкодрому, по полигону, стрельбы там, то-то еще. В батальоне Иван Ильич оказался самым возрастным добровольцем, но учебку проходил наравне с молодыми парнями. Комбат подошел, Герой России, комбат. Он говорит: вам не тяжело? Говорит: нет, Иван. С молодым езжу и чувствую себя как наравне с ним. Нормально. И начались у Ивана Ильича боевые будни. Одно дело отрабатывать навыки на полигоне, и совсем другое — применять их в боевых условиях. Но батальон, в который попал наш земляк, оказался дружным. Каждый готов помогать, подсказывать, учить и направлять. Первый день улетели туда, на Украину, и нас танковый батальон привезли. Там приехали, построение, и там уже воевали ребята в другой стороне, а новые, прибывшие в другом строю. И так, как-то неловко было. Пораженные танкисты на нас смотрят так. Так было. У меня чувство такое. Как будто насквозь смотрят нас. Потом познакомились. Они к нам подошли: ребята, не беспокойтесь. Что не умеете, что то-то все, мы вам подскажем все. Вместе же пойдем туда, вместе будем ходить. Они нам показывали уже. В учебке Иван Ильич проходил курс молодого бойца как наводчик. Каково же было его удивление, когда командир батальона назначил его командиром танка. Командир роты подошел, говорит: выбирай себе экипаж кого, механиком. Учебку я прошел на наводчика, но туда пришли меня. Комбат сказал: будьте командиром танка. Говорю: я наводчик, нет, вы будете наводчиком. Выбирайте экипаж себе с вновь прибывшими со мной вместе. Я выбрал механика-водителя Сережку, 22 года был. Сергей с еврейский автономный округ, Хабаровск тогда. И наводчика выбрал тоже нашего земляка с горного района. 24 года тоже был. Молодые очень. Мы с ними ходили. По правилам батальона, первые боевые выезды вновь прибывшие совершают в сопровождении опытных танкистов, знающих особенности ведения боя на СВО. Первые 2 выезда, позывной «Русалка», спасибо ему большое, он нам показал. Говорю: ребята, мы сейчас пойдем, я вам, что умеете, я вам покажу, там то-то все. И навесом работали. А второй выпал выезд с Ямалом тоже. Тоже как бы с инструктором. Тоже. Они били, мы били. Конечно, страшно было. Рядом все рвется. Говорит: вы не волнуйтесь, надо задание выполнить.
кровь из носа. Ну вот, выполняли. А вот третий выезд был самостоятельный, со своим экипажем, сам вышел. Самый первый выезд, вот, волнение такое, как сейчас вот сижу, волнуюсь. Ну, про себя волновался, чтобы ребятам не показывать, там, наоборот, подбадривал. Ну что, ребята, первый выезд надо выполнить задание. Вот и выполнить очень прекрасно. День своего первого задания Иван Ильич помнит так, как будто это было вчера. Ведь первый бой, он самый важный и ответственный. Вечером командир роты вызывает поэкипажно. Мы зашли в штаб. Говорят, по карте посмотрите, вот батальон пехоты, идете туда, и что скажет, ну, поработайте с ними. Ну, первый день, не сразу идем ведь. То утром пешком пошли по позициям, чтобы где работать, где запасной позиции, отход, подход, короче, и где пехота стоит, это батальон. Подошли к комбату их ним, и в это время уже к ним подходить начали, пешком. Подходить начали уже, первый раз ведь такой пешком. Минометы начали стрелять. По нам, работать по пехоте. Мы в блиндаж зашли, он говорит, вот видите, говорит, миномет уже недели нас кошмарит, говорит. Батарея минометов. Вот надо уничтожить, помогите, ребята. 7 двухсотых показал, вот они. Сегодня с утра вот надо помочь, помогите, ребята. Ну, говорит, карта посмотрели, я вам координаты, ориентир дал он нам, мы записали. И говорит, мы сейчас пойдем к коробочке своей, подготовимся, ориентир все, птичку выпустить. И, конечно, вот корректировал. Батарея минометов. Первый бой, самостоятельный, с 8 километров уничтожили. Сколько радости было, что помогли ребятам. Потом он подходит, спасибо большое. Говорит, в следующий раз я обязательно вас вызову. Позывной спросил, Лазея, я сам с Андрюшкина, Нижнеколымского района, у нас река Лазея, вот его позывной на себе взял, вот это, Лазея. Вот до сих пор у меня такой позывной. Да. Вот, и после этого у нас у танкистов, как первый бой самостоятельный, так и будешь уже. Старики сказали, так, старые танкисты, так и будешь дальше работать. И мы такие довольны, что задание такое выполнили. Комбат подходит, большое спасибо, ребят. Вот видишь, сразу успокоился, ничего не летает, не бьет нам. Спасибо большое. Чаем напоил он нас в термосе. Вот в следующий раз я вас вызову обязательно. С этого боя началась полноценная работа. Боевые выходы, отработка по заданным целям. Еще работ полно было. Опорники били, тоже по экипажу. Мы не стоим на одной, все в одной месте, все раскиданы. Вы же были, знаете, все раскиданы, друг от друга. Там 2 танка, там 1, там 2, короче. Друг от друга где-то примерно 5-10 километров. Такие. В блиндажах, лесополки жили. Вот мы жили по 3 экипажа. 3 экипажа в одном лесополке. Вот мы работали по очереди. Комбат дает задание, по очереди едем, отрабатываем. По опорникам, по так, короче. Иногда напрямую наводку выходили. Тогда в 23-м году птичек мало было, не так уж, спокойно выходили напрямую наводку. И там, кстати, земляков своих встречал, вот в моей деревне. Рядом с ним стал 500 метров, где работал. И Ваня, я вас видел, говорит, земляк, как вы работали, большое спасибо. В 23-м году в небе только-только начали появляться вражеские птички, дроны «Камикадзе» и FPV со снарядами. И количество их росло чуть ли не в геометрической прогрессии. Маленький дрон ценой в 10-20 тысяч рублей мог уничтожить многомиллионный танк. Поэтому танкистам пришлось задуматься о дополнительной защите своих машин. Как мангал варили, защита от дрона. Мангал, крыша, сетки, там,
ежики делали сверху, чтобы дроны застревали на ежиках с тросов. Все сами. После каждого боя все равно по нам птички били, после каждого боя ремонтировали все равно танки, мангалы. Он хорошо выручает мангалы. А без этого у нас сразу, первый же этот, сразу иди сюда, сказал. Полно. Сейчас в данное время. А в 23-м году мало было. Мангалов не было. Напрямую на водку спокойно выходили. А сейчас такого нет. Сейчас работаем как артиллерия. С 8, 6, 7 километров. 10 километров. Вот работаем. У них заряды разные. Кумулятивные. Вот они. Самый страшный это кумулятивный. Попадет все уже. Танк насквозь прожигает броню. А так пехотные, ну, снаряды такие пехотные, ну, не так вот. Нет. Не так вот. А вот кумулятивные, да, страшно. Один раз попали хорошо, но вскользь, хорошо, что вскользь. И снаряд, вот кумулятивка ушла рядом с гуськой, вот такая дыра. Ну, интересно ведь. Копаем туда, эту, где снаряд кумулятив, не смогли достать. Вот так прожигает кумулятивность. Прикрытие обязательно. Отделение автоматиков, пулеметчиков и выпаласники наши помогают. Ну, летает. 3-4 по 2 человека выпаласники приходят, ну, наблюдают уж. Вот так и работает. Один не пойдешь никак вообще. В батальоне, как и в учебке, Иван Ильич оказался самым старшим по возрасту. И понимал, что молодежь на него равняется, берет пример. И как бы ни было тяжело или страшно, нельзя этого показывать. Поэтому меня говорили все с уважением «дед». Все «дед», «дед». И когда, ну, каждый бой страшно жить. Но я, ну, про себя, ну, себя держу. А ребята все подбадривал. Ну, шутили, ехали, там, сейчас поедем, там, обратно вернемся, там. Ну, шутки такие. Ну, ребята понимали это. Это когда идешь, страшно, а когда работаешь, про все забываешь. Когда уже обратно идешь, да, ну, базу свою, чай пьешь, кружку наливаешь, а руки сами дрожат. Вспоминаешь, что там было. Так. А там, когда доходишь, забываешь страх. Потом уже страх приходит после боя. Когда работаешь, не мы только стреляем, а они тоже охотятся на нас, тоже стреляют всякими этими. И кассетниками, ну, все, кто, ну, висят, наблюдатели, махом насекают. Так и работаем все равно. Но ни одно задание не выполнить, мы не приходили. Выполняли обязательно. Ребятам говорим своим экипажам, как бы ни трудно не было, ребята, чтобы не опозориться, надо выполнить. Конечно, дед, делаем. Вот так ходили. Опорники, скажут, опорники. Ну, помочь, помогали. Ну, навесом, конечно. За годы, проведенные на СВО, Иван Ильич лично убедился в истине. Без тыла нет фронта. Гуманитарная помощь и обеспечение дополнительным снаряжением из родной республики приходит регулярно. Каждый приезд специалистов опорных пунктов, каждая посылка – это напоминание о родном доме и подтверждение, что бойцов на родине не забывают. Вот я в Сахэнерго уходил, они мне здорово помогали. Ну, все с ГАИ отправлять гуманитарку. Очень приятно там получать от своих, ну, с Якутии гуманитарку. Ну, к Якутии вот, форму нам отправляют, ну, где шьют тут. Молодцы. Очень, как принимают, но нас не забывает. Вот. Приятно так. Аж настроение поднимает. Вот к нам привозят постоянно Мочка Николай Николаевич привозит, приезжает к нам постоянно. Как не приедет туда гуманитарку, обязательно ко мне приезжает. Молодец, отчаянный мужик. Вообще. Вот, звонит, скоро приедет, и говорит, Николай Николаевич, тут летает и стреляет. Я говорю, хорошо, хорошо. Потом командир роты приходит, тут там
к вам приехали, земляк вас. Он уже его знает, тот, который с очками. Говорю, ничего. Минометка рвутся, птичка летает. Смотрю, Николай Николаевич смеется. Как? Я же говорил, мне приезжает, стреляет. Говорю, да, у меня эти есть, говорит, датчики. Как услышу, сразу в лес. Ну, отчаянный мужик. Спасибо ему большое. Очень приятно будет. Этот приезжал, Седаль еще приезжал тоже. Случай расскажу. Приехал, и с собой привез он врачей, хирургов. Познакомил, вот врачи, есть у кого, не говорю. Он говорит, в зала будь, посмотрим там. И, который он привез врачей, операцию одному спину сделали, там же у нас, лесополк. Спину и руку оперировали. Молодцы врачи. Они очень благодарны им. Быстро сделали, уехали. Ну, нормально сейчас воюют ребята. А госпиталь вывозить оттуда проблематично. Прямо там, ну, лесополка операцию сделал. Вот профессионал. Вот ребята говорили, вот увидишь, которые нас оперировали, врачи, большая благодарность от нас. Нормально, сейчас хорошо ходит. Руки работают, спина работает, нормально. Сказали. Вот. Приятно, настроение поднимается. Ребятам моим, ну, все очень настроение поднимают. Очень приятно, что все домашнее, дома отправили вот, с родины, все пути. Что приходит к ним и нам, мы все в общий стол ложим. Не одни кушаем, а все в общий стол ложим. Они говорят, о, у вас все вкуснятина, говорит, вообще. Спрашивают, когда еще приедут. Большое спасибо хочу сказать, вот кто нам помогает. Вот моим землякам Терского, вот, кто шьет вот форму нашу, большую гуманитарку, молодцы. Без них мы бы тыл наш. Очень спасибо, благодарны им. И от меня, и от моей роты, батальона. Очень благодарны им. Большое спасибо. В моменты, когда приходят весточки из родной республики, на Ивана Ильича находят воспоминания о доме. Раз в год, когда положен отпуск, Иван Ильич едет домой, к родным и близким. Рыбалка не хватало. И это с Колымы рыбная, ну, рыбалка, охота. Вот это не хватало. Ну, это мимолетно. Но там некогда скучать. Постоянно работа. Если не работаем, мы танки ремонтируем, сами варим. Ну, день махом проходит. Там, вообще быстро проходит. Отпуск, домой еду к себе на родину. Ну, в Колыму, Терский. Отпуск, отдыхают. Ну, отпуск предоставляет. У нас комбат молодец. Срок подошел, у кого отпуск, не задерживает, отпускает. Ну, отпуск отпускает. Все так по очереди ездим. Ну, в 23-м году тяжеловато было, конечно. А уже потом уже пошло. Но все равно насчет отпусков нас не задерживает. Все по очереди, по одному экипажу, по два экипажа отпускают. Как сейчас вспоминает Иван Ильич, первоначально, когда они с другом шли на СВО, хотели попасть в снайперское подразделение. Как и большинство мужчин из Якутии, Иван Курилов – заядлый охотник. Вот когда уходил с Хабаровска, пришли в Хабаровск с другом, с Толиком. Говорю, нас снайперы, хотим снайперами. Кто распределяет, говорит, нами танкисты, снайперы нужны. Вот и пошли в снайперы. Первый выстрел пристрелочный, потом уже наши птички подправляют, ну, кто нас подправляет, ну, север 100, север 50, юг 10, подправляешь, а второй выстрел в цель уже попадает. Это первый только пристрелочный. Оттуда уже мы уже пляшем. Вот, корректировщик нас подправляет, и мы вторым выстрелом попадаем обязательно. Хоть сколько, хоть 5, хоть 6, хоть 10, хоть 9 попадаем. За время службы Иван Ильич был представлен и получил не одну государственную награду.
Мастерство снайпера-танкиста командованием оценено по заслугам. Медаль Жукова, 2 медали за боевое отличие и ветерана Суоми. Ну, не знаю, работал, наверное, поэтому. Первая награда, помню, прямо на передке комбриг, начальник штаба нашей батальона, комбат Герой России. Они прямо в поле возле ЛБС приехали, наградили. Я смотрю, ничего себе. Не весь батальон, мы по 2 экипажа, по одному лесополка. Он приезжает там. Ничего себе, генерал приехал к нам. Самый первый год за боевое отличие. Тогда мы в 23-м году через день уходили туда, на ЛБС. Работаем, по очереди работаем, по экипажу. Наверное, вот так вот. Весело было. Некогда скучать было. Приезжаем, ремонтируемся, опять уезжаем. Служба в батальоне проходит хорошо. Командование относится с пониманием, снабжение и обеспечение на высшем уровне. И самое главное, танкисты никогда не испытывают проблем с нехваткой снарядов. У нас проблем с боеприпасами не было. И сейчас нет, и тогда не было. Это, слава богу, такого не было. Снаряды, патроны были. Заказы у меня, вечером ротный выходит, орешки, снарядами говорят, орешки, у кого сколько орешков, так и так. У нас столько не хватает. Привозят нам. На УАЗиках, таблетках. Раньше привозили, сейчас такого. И сами едем, кто на машинах легковых, 8 сами заряжаем. Вот так. Раньше на грузовых привозили, на Уралах. До точки А мы оттуда ехали, сами загружались, с той точки, безопасной точки, и обратно сюда ехали, на свои лесополку. Оттуда же работать ходили. Голода снарядного нету на боеприпасов. Да, хорошо было. Но когда уходили, нам говорили отработать, поэтому по 15 орешек, по 10 орешек отработать. Мы это выполняли. Что делали, задания давали, мы выполняли этим орешком нормально. Но самое главное — это настоящее воинское братство, которое царит в батальоне. Здесь каждый думает в первую очередь о товарищах. А когда один экипаж уходит на боевое задание, все остальные ждут его возвращения. Вот батальон, мы очень дружный. Там за каждого все переживаем. Кто уходит, какие экипажи работать, мы все, хоть ночь, хоть день, на рате сидим, слушаем, как они работают, как вести, как ведут. Резервный экипаж тоже ждет. Если что, на улочку к нему. Все, короче, придут, все ложимся спать. Вот, он постоянно, дружный у нас. Такой батальон. Придут, чай попьем, пошли спать. Я говорю, вы что, нет? Все. Я уйду, они ждут меня. Они уйдут, мы ждем. Кушать варим. Придут, чай там, покушать. Короче, приезжаем, готовы, приятно жить. Покушали, готовы, все, спать. И Иван Ильич, и все его сослуживцы с нетерпением ждут дня завершения СВО нашей победой. Сейчас они выполняют боевые задачи, но каждый мечтает поскорее вернуться домой. Родину защищаю. Родину, чтобы они к нам не пришли сюда. Дальше сюда. Там не только Европа тоже воюет с нами. Наемников полно. Полно наемников. Там тоже ребята говорят, когда она закончится. Вы всех спрашиваете, что после войны, что будете, ребята, делать? Туда же пойдем, свою работу, где работали. Все так как не унывают, ребята.